приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на первой проектной сессии с тьюторами и педагогическими командами Республики Коми по внедрению программ воспитания. Разрешите в начале нашей работы поприветствовать наших спикеров. Меня вы все знаете, Волкова Анжелика Васильевна, мы с вами еще сегодня общались. Рядом со мной Юлия Владимировна Карманова, старший методист нашего института, и Елена Семеновна Мусанова, также старший методист нашего института. Уважаемые коллеги, мы видим, что сейчас в нашей студии присутствуют 19 участников из педагогических команд и тьюторов. Определитесь, пожалуйста, в чате, кто еще не определился, чтобы мы могли посмотреть, все ли команды присутствуют и кто отсутствует, чтобы затем организовать работу с ними отдельно. Мы видим Усинск, Сосногорск, Вухтыл, Ижма была, Уссыль мы видим, Воркута, целлюлозно-бумажный колледж видим, так, Вуктыл, Золотой ключик, Вуктыл, детский сад. Здравствуйте, коллеги. Понятно. Ну что же, я вам напоминаю, уважаемые коллеги, что у нас есть раздел, который называется «Вопросы», где вы можете в течение всего времени нашей секции задать вопросы, но также вы можете свои вопросы задавать и в чате. Ну что, начинаем. Вы, наверное, все уже прочитали повестку нашей сессии, и я начну с первого вопроса. Это научно-методическое организационное сопровождение педагогических команд по внедрению программ воспитания в образовательных организациях в 2022 году. Так, ну что же, я хотела бы напомнить о том, что с чего все начиналось. Значит, все начиналось с того, что мы сначала формировали команду тьюторов. Этим занималась еще Костромина Ирина Викторовна. Я надеюсь, что она с нами присутствует. Значит, был сформирован список команды. Вы как раз здесь видите список тьюторов и педагогические команды дошкольных образовательных организаций. Я также вам представлю их. Значит, тьюторами по дошкольному образованию у нас являются Карманова Юлия Владимировна, Елена Семеновна Мусанова и также Вольвах Ольга Ивановна, которая тоже должна была к нам сегодня присоединиться через онлайн. Есть вы или нет? Ольга Ивановна, как-нибудь определитесь, если вы есть. Пока еще нету. Ну, тогда подождем. Далее. Общеобразовательные организации. Значит, вы здесь также видите тьюторов. Значит, это я. Далее Костромина Ирина Викторовна, Дейтер Вера Борисовна, Напалкова Ирина Павловна, Быкова Ирина Вениаминовна, Антонова Татьяна Алексеевна, Богданова Наталья Владимировна, Барышева Галина Вячеславовна и Шабалина Нина Николаевна. Уважаемые коллеги, напоминаю вам, что все материалы, которые будут здесь представлены, в том числе презентации, будут вам доступны. Поэтому на данной презентации вы видите, что есть контактные адреса электронные ваших тьюторов, и, в принципе, вы можете уже общаться и, ну, может быть, задавать друг другу вопросы, когда начнете свою работу. Далее. Учреждение среднего профессионального образования. Минина Людмила Борисовна. Я видела Людмилу Борисовну с нами здесь, также она писала в чате. Кирпичева Ольга Анатольевна и Мифтахова Инесса Александровна. Это у нас Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум, вы тоже здесь. Значит, далее
Далее проходило обучение тьюторов. Э, Скажу вам, что все тьюторы, 14 тьюторов прошли обучение успешно, и сейчас мы уже ждем удостоверения свои о повышении квалификации. Следующий этап – это у нас было проведение большого такого семинара, на котором вы присутствовали, с участием Института детства по разработке и внедрению программ воспитания. Многие из вас присутствовали на данном семинаре, и как раз там заявились как педкоманды, желающие участвовать в этом проекте. После того, как мы сформировали педагогические команды, вы также видите все педагогические команды. Это Воркута, Вуктыл, Емва, Сосногорск, Кослан, Усть-Кулом, Усинск, Троицко-Печорск, Выльгард, Сыктывкар, Печора, Каджирон, Прилузский район, Сыктывдинский район, Усть-Цилимский район, Ижемский район. Также наши государственные учреждения, это политехнический техникум, целлюлозно-бумажный техникум, автомеханический техникум, Микуньский железнодорожный техникум, колледж искусства Республики Коми и колледж культуры. Как вы уже заметили в начале моей презентации, что ваши учреждения уже распределены по тьюторам. Далее, значит, на 4-м этапе проходило обучение педагогических команд. Вы обучались в декабре 2021 года. Буквально вчера я получила информацию от наших коллег из Москвы, и они доложили, что они сейчас осуществляют проверку завершения обучения, а именно правильно ли загрузились ваши итоговые материалы, потому что были некоторые проблемы, когда мы обучались, и нам приходилось повторно их загружать. Еще раз напоминаю, что удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации получат те, кто выполнил все задания и прислал оригиналы подписанного договора. Заполненный договор необходимо прислать на почту, которая указана на слайде, дождаться ответа о проверенных документах, это договор, акт, согласие, заявление. После этого подтверждения отправлять оригиналы, подписанные почтой. Если документы уже были отправлены на почту электронную, то дублировать снова их не нужно, вам ответят. То есть обратите на это внимание, если кто-то это не сделал. Как только я получу выгрузку, если будут какие-то проблемы, я сразу же индивидуально с каждым свяжусь, и мы с вами оперативно исправим ситуацию. Какие мероприятия запланированы на февраль-март? Обратите внимание. Проектная сессия для тьюторов пройдет 8 февраля. Вы также получите на свои электронные адреса приглашение письмо. Далее, до 28 февраля тьюторами будет осуществлен анализ ваших программ воспитания. То есть вам необходимо до 10 февраля направить на мой электронный адрес свои программы воспитания, а далее я уже направлю их тьюторам. Далее, мы понимаем, что уже второй год вы работаете с программой воспитания. В принципе, вы знаете ее содержание, ее направление, ее модули. Но у вас есть какие-то вопросы и предложения. Мы ждем от вас до 15 февраля предложения, вопросы, или, может быть, нужно рассмотреть какой-то вопрос именно на проектной сессии, отдельной, там, для дошкольников, для школ или учреждений среднего профессионального образования, отдельных каких-то вопросов по программе воспитания или в целом по воспитательной работе. Не стесняйтесь. Также на мой электронный адрес ждем ваших предложений, ваши вопросы и с радостью организуем для вас работу.
Далее, на март месяц у нас запланированы 3 проектные сессии. Первая– это по программам воспитания для дошкольных образовательных организаций. Вторая проектная сессия для школ и третья для учреждений СПО. На следующем слайде вся контактная информация, куда нужно направлять информацию. После того, как мы проанализируем ваши программы, посмотрим также, как построена ваша воспитательная работа, уже после этого анализа будем двигаться дальше. Так, ну а сейчас если у вас нет вопросов, я перехожу ко второму своему докладу. Методические рекомендации большая. Угу. Уважаемые коллеги, данные методические рекомендации буквально пришли к нам в институт это федеральные методические рекомендации, буквально пришли на днях. То есть ни одна образовательная организация еще не получила их. И вы услышите эти рекомендации, этот анализ такой вот небольшой, и над чем нужно еще поработать, как бы из первых уст. Федеральное законодательство в сфере воспитания определяет основные принципы государственной политики в области воспитания, формирует единые подходы к организации воспитательной работы, закладывает правовые основы формирования и функционирования системы воспитания на всей территории Российской Федерации. В федеральном законе от 31 июля 2020 года номер 304 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся, который принят Государственной Думой в 2020 году, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года. Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Какова же нормативная база организации воспитательного процесса? Федеральный закон от 29 декабря 2012 года номер 273 об образовании в Российской Федерации также формулирует основные принципы политики государства в сфере образования, статья 3. Вводит общие требования к организации воспитания, статья 12.1. Фиксация данных положений в законе позволяет сказать, что возвращение школы к полноценной реализации воспитательных целей состоялось. Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года была поставлена цель воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации. Достижение поставленной цели обеспечивает, среди прочего, реализацию национального проекта образования, включающего в себя федеральный проект «Патриотическое воспитание». Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года
рассматривает воспитание детей как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Определяет подходы к развитию социальных институтов воспитания, меры по поддержке семейного воспитания, расширению воспитательных возможностей, информационных ресурсов, поддержке общественных объединений в сфере воспитания, выделяет основные направления воспитательной работы. Ориентиры поддержки семейного воспитания отражены в концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Семья является базовым социальным институтом, определяющим во многом успех воспитания. Большой воспитательный потенциал несет в себе детское общественное движение, деятельность которого регулируется федеральным законом от 28 июня 1995 года номер 98 о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, определяющим общие принципы содержания и меры государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений Российской Федерации. Формированию социальной активности обучающихся, их успешной социализации и самореализации способствует участие школьников в благотворительной деятельности, волонтерстве, добровольчестве. Регулируется данный вид деятельности федеральным законом от 11 августа 1995 года номер 135 о благотворительной деятельности и добровольчестве. Указом президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года номер 536 создана общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости. В многонациональном государстве, которым является Российская Федерация, важнейшей воспитательной задачей становится формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Векторы решения данной задачи определены в стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Указ президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года и основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, которые утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года, номер 2403. Актуальным направлением для сферы обучения и воспитания также является адаптация детей-мигрантов и их социализация, оказание поддержки в образовательном процессе детям, для которых русский язык не является родным, что соответствует целям государственной миграционной политики Российской Федерации, которая утверждена указом президента Российской Федерации 31 октября 2018 года номер 622. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяется федеральными законами от 23 июня 2016 года номер 182 об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации, от 24 июня 1999 года номер 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основные направления развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также план мероприятий до 2025 года содержатся в концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 2025 года. Это распоряжение правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года номер 520-Р.
В рамках решения задач профилактики правонарушений несовершеннолетних также значительную роль играет федеральный закон от 29 декабря 2010 года номер 436 о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Закон вводит запрет или ограничения в зависимости от возраста детей на информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей. Федеральным законом от 25 июля 2002 года номер 114 о противодействии экстремистской деятельности в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности. Устанавливается ответственность за ее осуществление. Стратегия противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года утверждена президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года номер 2753, а также разработан комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации до 2023 года, который также утвержден президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года номер 2665. Определяют меры по противодействию экстремизму и идеологии терроризма, осуществляемые в рамках воспитательной работы. Усиление акцентов в воспитательной работе на вопросах противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде служит целям национальной безопасности в области науки, технологий и образования, содержащимся в стратегии национальной безопасности, которая также утверждена указом президента Российской Федерации 31 декабря 2015 года номер 683. Немаловажную роль в формировании личности обучающихся, их воспитания и социализации играет использование российского культурного наследия, воспитание и уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации, развитие музейной и театральной педагогики, повышение роли библиотек в системе образования, утверждены указом президента Российской Федерации 24 декабря 2014 года номер 808. Культура возведена в ранг национальных приоритетов, признана гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. Возможность использования объектов культурного наследия при осуществлении образовательной деятельности определяет федеральный закон от 25 июня 2002 года номер 73 об объектах культурного наследия народа Российской Федерации. А также с 1 сентября 2021 года началась реализация программы «Пушкинская карта», которая утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года номер 1521 о социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Таким образом, нормативно-правовая база федерального уровня в сфере образования определяет единые подходы к формированию воспитательного процесса в Российской Федерации. Обратите внимание, напомню, пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года номер 273 об образовании в Российской Федерации в редакции Федерального закона от 31 июля определено, что в каждой образовательной организации должны быть разработаны, утверждены и должны реализовываться должна реализовываться рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной деятельности.
Особое внимание в рамках национального проекта образования уделяется федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который предусматривает комплекс мероприятий, направленных на развитие воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведение мероприятий патриотической направленности. Продуктивным современным методом достижения основной цели воспитания является ценностно-ориентированный подход. Этот подход за основу воспитания принимает систему ценностей, задающую иерархию целей и задач воспитательной работы. Запрашиваемые обществом результаты воспитания по сути являются отражением значимых социальных практик и нравственно-этических представлений. Целесообразно различать ценности и ценностные ориентации. Ценностная ориентация, связанная с жизнью, здоровьем и безопасностью человека, это ценность человеческой жизни, прав и свобод человека, ориентация на здоровый образ и экологический образ жизни, безопасный для человека и окружающей среды, уважение закона и правопорядка. Ценностные ориентиры в области социального взаимодействия – это ценность семьи и семейных традиций, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, отзывчивость, уважение к истории, культуре, неприятие в межнациональном общении, идеологии национализма, ксенофобии, дискриминации, уважение конфессиональных традиций, ориентация на общий духовно-нравственный потенциал основных мировых религий. Ценностные ориентации личностного развития – это ценность образования и труда, творчества и самореализации, ориентация на осознанный выбор профессии, нравственные ценности в поведении и в оценке собственных поступков и поступков других людей, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим отечеством, ориентация на эстетические ценности. Оценка воспитательной работы является многоцелевым механизмом, который создает условия для развития комплексной системы организации процесса воспитания с участием всех уровней управления образованием, в сотрудничестве с семьями обучающихся, заинтересованными ведомствами и организациями, то есть социальными партнерами. При помощи этого механизма обеспечивается повышение результативности воспитательной работы, выявление и распространение лучших практик организации воспитательной деятельности на школьном, муниципальном, региональном и федеральных уровнях. Стимулируется профилактика негативных и деструктивных явлений в среде подростков и обучающихся. Предметом оценки в системе воспитания является качество организации воспитательной работы на уровне образовательной организации, соответственно, муниципалитета и на федеральном уровне. Уважаемые коллеги, здесь на данном слайде я просто как напоминание вам, как бы мы сейчас продолжим с вами работу по рекомендациям, просто напоминание о тех модулях, о тех направлениях, которые вы реализуете через свои программы воспитания. Далее напоминаю вам и даю ссылку на Институт детства, где размещены все проекты, программы воспитания для детских садов, школ, колледжей, ну и также размещен календарь событий. Далее, здесь ссылки на наши ресурсы, нашего Коми-Республиканского института развития образования. Это портал классных руководителей, это календарь образовательных событий и портал «Открытое образование Республики Коми». Хочется похвастаться, что очень-очень скоро у нас уже будет создан большой раздел, который называется «Воспитание 11», куда войдут все направления воспитательной работы. Результаты. На следующем слайде представлены результаты национального исследования качества образования НИКа в 2021 году.
И что же здесь мы видим? Значит, были опрошены обучающихся 6-8 классов. Проблематику вы в первом столбике видите. И что же мы видим? Приведенные данные дают обширную информацию о действенности механизмов воспитательной работы. В частности, обращают на себя внимание тот факт, что вопросы, связанные с историей и культурой родного края, экологией, проблемами окружающей среды, важными историческими событиями России рассматриваются в основном на школьных мероприятиях, больше всего на классных часах, а вот в вопросах выбора профессии роль школы значительно ниже. И это очень волнует, потому что профориентация, мы с вами уже несколько лет говорим о ее важности, и в первую очередь школа, она совместно с семьей, совместно с социальными партнерами должна усиленно заниматься профориентационной работой. Превалирующей формой воспитательного воздействия, посредством которой обучающиеся получают информацию, обсуждают значимые для них проблемы, остаются классные часы. Информация, значит, я сейчас не очень близко вижу, но я надеюсь, что вы видите, здесь представлены проблематика и результаты опроса школьников, значит, где какую проблему, с кем они обсуждают. Либо это в семье, либо это на классном часе, либо это на школьном мероприятии, либо они просто обсуждают это вместе с родителями. Далее, стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Одной из приоритетных задач определено создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Основным объектом, который обеспечивает достижение целей личностного развития обучающихся и воспитания в образовательной организации, является педагогический коллектив. Ключевая роль в воспитательном процессе отводится классным руководителям, однако не стоит возлагать всю работу только на них. Для успешной реализации задач развития личности в соответствии с семейными, общественными, духовно-нравственными и социально-культурными ценностями необходимо грамотно задействовать весь потенциал воспитательного и образовательного пространства. Расширение и укрепление межведомственного взаимодействия по актуальным проблемам воспитания подрастающего поколения является одной из важных задач как регионального, муниципального, так и уровня образовательной организации. Сегодня возможно при организации воспитательного процесса активно включать в него специалистов системы профилактики, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, медицинских работников, специалистов молодежной политики, спорта и культуры. Межведомственное взаимодействие приобретает особое значение в вопросах профилактики девиантного и общественно опасного поведения подростков и молодежи. По мнению российских ученых и практиков, большой воспитательный потенциал имеется во включении детей и молодежи в общественную деятельность. А именно, необходимо здесь напомнить вам, что у нас существует российское движение школьников, Юнармия, Российский союз молодежи, но есть проблема дефицита социальной активности у младших школьников, так как именно этот возраст является сенситивным периодом для формирования базовых представлений, ценностей, норм и правил поведения в обществе. Важно на раннем этапе формировать у детей потребность социальной активности и представлять возможность для ее реализации. С этой целью российским движением школьников и орленком в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» была разработана программа развития социальной активности младших школьников «Орлята России». Программа направлена на включение младших школьников в
позитивное преобразование социального мира и их самореализацию в обществе. А для учителей начальных классов, наставников проекта «Орлята России» разработана специальная программа повышения квалификации, в рамках которой педагоги совершенствуют свои профессиональные навыки по организации совместной деятельности детей и взрослых и разрабатывают индивидуальные программы развития социальной активности. Тут же хочу сказать, что именно о работе данного движения буквально в апреле месяце мы с вами также проведем работу, да, и у вас будет возможность изучить документы по данному движению и, возможно, включиться в эту работу. Конечно же, развитие системы воспитания в современных условиях невозможно без широкого привлечения родительского сообщества. Одной из форм работы с родительской общественностью в 2021 году, как на федеральном, так и на региональном уровне, стало проведение открытых родительских собраний. Тематика очень разнообразна. Это и социальные сети, это образование, вуз или колледж, как воспитать самостоятельного ребенка, чем занять ребенка в свободное время, безопасность дорожного движения, дополнительное образование. Мой ребенок студент колледжа, советник, новая должность в системе образования и так далее. Анализ воспитательной работы именно нашего региона на основании данных мониторингов, приведенным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным институтом качества образования в 2021 году, показывает, что осуществляется сбор и обобщение численности граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания, как одного из важнейших направлений воспитательной работы. И вот по данным Министерства просвещения, в Республике Коми в деятельность российского движения школьников вовлечено 9419 человек, что составляет 9% от числа подростков и обучающейся молодежи всего региона. Показатель выше среднего значения по Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу. Количество членов организации военно-патриотической направленности, а именно Юнармия в Республике Коми, насчитывает 6948 человек, и это 7% от общего числа обучающихся, что больше, чем в среднем по России и больше среднего показателя по федеральному округу. Далее вы видите долю школьников Республики Коми, вовлеченных в РДШ и в Юнармию. Существенным фактором воспитательной работы является включение детей, подростков и молодежи в физкультурно-спортивную деятельность, в том числе в рамках дополнительного образования. Это направление, конечно же, в республике развивается, но в целом вы видите, что процент охвата все же ниже среднего по Российской Федерации. Далее мы с вами видим доля детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности, в общей численности детей соответствующего возраста. Для анализа деятельности республики в области воспитания представляет интерес работа по эстетическому воспитанию детей и молодежи. В этой сфере процент охвата данной формой воспитательного воздействия в республике также ниже, чем в целом по стране, что вы и видите на нашем слайде. Ну а теперь перейдем к некоторым рекомендациям, которые даны
именно нашими федеральными коллегами. Значит, уважаемые коллеги, нам необходимо тщательно определять и обосновывать цели воспитательной работы по всем направлениям воспитательной деятельности. Это позволит определять на этапе планирования особенности ситуации в воспитательном пространстве, а следовательно, точнее выбирать наиболее подходящие формы и методы. Обеспечить использование результатов мониторинга по всем направлениям работы, которые указаны в данном исследовании ФИОКа. Разрабатывать, фиксировать и использовать результаты по направлениям, по которым проведен мониторинг показателей при проведении анализа мониторинга показателей, использовать элементы кластеризации, выявлять факторы, влияющие на ее результаты. Ну и далее представлены интернет-источники с методической рекомендацией. Информация из сферы образования представлена на федеральном портале «Российское образование», нормативно-правовые акты в сфере воспитания на официальном интернет-портале правовой помощи, на федеральном портале «Российское образование», в электронном периодическом журнале «Вестник образования». Национальные проекты и федеральные проекты в сфере образования вы можете найти на сайте Минпросвещения Российской Федерации. Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций современных разработок в сфере воспитания подростков и молодежи размещены на сайте Федерального института оценки качества образования. Методические рекомендации по подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации также на портале данного института. Ну и в Центре защиты прав и интересов детей представлен сборник методических рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На этом я заканчиваю свой доклад и передаю слово своим коллегам. Первой я даю слово Елене Семеновне, и коллеги представят вам методические рекомендации именно по профилактике и предупреждению деструктивного поведения подростков и молодежи в образовательных организациях нашего региона. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела бы начать свое выступление с анализа ситуации деструктивных проявлений в регионе. В Республике Коми число обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях в 2020-2021 годах составило 102 313 человек, что говорит о том, что количество обучающихся сократилось на 1,14, тогда как в Российской Федерации оно увеличилось на 1,98 и в Северо-Западном федеральном округе на 2,24 соответственно. В качестве положительных изменений, характеризующих преступность несовершеннолетних в Республике Коми, можно отметить это снижение уровня преступности на 1,7%, на снижение числа несовершеннолетних, выявленных за совершение преступлений на 0,5%, на снижение числа несовершеннолетних, признанных потерпевшими, на 2,6%, и числа несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и поставленных на учет, на 6,8%. Всего же их составляет 3066 человек. В то же время необходимо отметить и рост числа подростков, которые поставлены на учет, входящих в состав групп антиобщественной направленности, на 11,5%. Всего их составляет 310 несовершеннолетних. Также это рост выявленных беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, совершивших правонарушения и противоправные деяния, на 28,8%. Всего 497 таких несовершеннолетних. В последние годы самоубийства подростков нередко происходили в результате направленного воздействия, в том числе посредством сетей интернет.
целью защитить молодое поколение от влияния негативной информации, включая суицидальную, автономной некоммерческой организации, это Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды, осуществляется профилактическая работа по выявлению профилей интернет-пользователей, носящих деструктивный характер. Так, за 2020 год на территории Республики Коми выявлено 7256 таких профилей, из которых 3288 носили суицидальный характер, что составляет 54%. В целом же можно сказать, что показатель самоубийств среди несовершеннолетних в Коми в период 2019-2020 учебные годы снизился с 1,6 до 1,1. Рекомендации по развитию системы профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи в Республике Коми включают в себя два главных направления. Это нормативно-правовое обеспечение и развитие системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи. Начнем с нормативно-правового обеспечения. Нормативно-правовое обеспечение профилактической работы по предупреждению правонарушений порядка и преступлений в Республике Коми представлено рядом республиканских нормативно-правовых актов. Вы их можете увидеть на слайде. Это государственная программа Республики Коми, обеспечение общественного порядка и противодействия преступности и комплексный план действий по реализации государственной программы Республики Коми, обеспечение общественного порядка и противодействия преступности. Также это план мероприятий по профилактике девиантного поведения, в том числе и агрессивных проявлений среди обучающихся образовательных организаций. Принят он приказом Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми 9 декабря 2020 года, номер 753. И комплексный план по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на 2021-2022 год. Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 29 декабря 2020 номер 806, которые не представлены на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. При разработке региональной, муниципальной и школьной модели профилактической работы и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию, важно основываться на личностно ориентированном и системным подходах. Профилактическая работа должна быть направлена на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, семейных отношений, развитие программ профилактики семейного неблагополучия, совершенствование систем взаимодействия с родителями по вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся. Особенно важно также отметить, это организация социально значимой деятельности несовершеннолетних, которые находятся в конфликте с законом, особенно в каникулярный период, и также применение восстановительных технологий, в том числе и медиации. Я думаю, что во многих школах данная технология уже реализуется. Необходимо включить в разработку и реализацию программы меры поддержки молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, развитию условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания. Неотъемлемой частью профилактической работы также является раннее выявление и коррекция отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Это алкоголизм, табакокурение, потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, токсикомания, снифинг, суицидальное поведение, рискованное поведение, интернет-зависимость, экстремизм и другое агрессивное и опасное поведение для здоровья несовершеннолетних, которое осуществляется с помощью системы мониторингов, социально-психологического тестирования, других персонифицированных и анонимных исследований особенностей поведения, установок, ценностей обучающихся.
Нормативно-правовое обеспечение организации межведомственного взаимодействия предполагает принятие порядков, алгоритмов действий между образовательными организациями, медицинскими организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних и иными субъектами профилактики для решения поставленных задач в сфере профилактики деструктивного поведения. Так как координатором межведомственного взаимодействия является комиссия по делам несовершеннолетних, то, соответственно, данные алгоритмы и порядки должны быть утверждены именно комиссией по делам несовершеннолетних. Переходим к второму направлению. Это развитие системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи. Включает оно в себя следующие направления. Это сбор и анализ данных в соответствии с общими рекомендациями. Это может быть о количестве несовершеннолетних из малообеспеченных и неполных семей, количестве несовершеннолетних с задержкой психического развития, о количестве обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в том числе в комиссиях по делам несовершеннолетних, об уровне деструктивных проявлений в образовательных организациях. Это организация тьюторского сопровождения участников системы мониторинга, профилактики деструктивных проявлений подростков и молодежи, анализ и распространение лучших практик, технологий и методов профилактики, используемых в сфере правонарушений несовершеннолетних, включая анализ и обобщение опыта формирования единственного межведомственного учета несовершеннолетних и их семей. И также это анализ механизмов управления системы воспитания и профилактики на основании всех элементов управленческого цикла, в том числе через формирование адресных рекомендаций, принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа и оценку эффективности проведенных мероприятий, принятие мер и управленческих решений, которые направлены на профилактику девиантного поведения, общественно опасного поведения подростков и молодежи. Далее рекомендация, выступление по рекомендациям продолжит Юлия Владимировна. Так, здравствуйте. Так, у меня работает, да, микрофон? Да? Коллеги, добрый вечер еще раз, да, и сейчас буквально вот несколько слайдов мы еще посмотрим по профилактике деструктивного поведения детей и молодежи. И вот самый первый наш слайд, обратите, пожалуйста, внимание, это основные этапы работы по профилактике деструктивного поведения. Вот, обратите внимание, здесь этапы, их 4. Целевой, организационный, технологический и оценочно-рефлексивный. Целевой, как вы понимаете, это, конечно же, постановка, основные цели, да, и проработка ориентиров в профилактической работе. Организационный – это выявление стратегии и определение функционала субъектов профилактики, проектирование психолого-педагогической деятельности и подготовка программных документов. Третий этап – технология, то есть, да, мы отвечаем на вопрос, как это нужно делать. Да? Индивидуальное исследование диагностика риска и распространенности деструктивного поведения, реализация педагогических действий и мероприятий согласно избранным вами направлениям. Четвертый этап – оценочно-рефлексивный, то есть здесь у нас идет повторная диагностика или регулярный мониторинг выявления затруднений, а также коррекция программ на будущее. Так, теперь у нас вопрос будет стоять о технологиях. Следующий слайд – это эффективные технологии. Значит, какие же наш документ методические рекомендации выделяет технологии? Технология организации социальной среды. Да? То есть здесь мы говорим имеем в виду формирование негативного общественного мнения по отношению к девиантным поведенческим проявлениям, социальная реклама здорового образа жизни и сознательного отказа от деструктивного поведения, а также работа с молодежными субкультурами, которых сейчас очень много у нас, да, в стране. Информационная технология.
корректное, бережное, безопасное, доступное информирование о девиантном поведении, без запугивания и, в свою очередь, разжигания интереса, да, у детей и молодежи. Следующее. Технологии активного обучения социально важным навыкам и формирования социально важных характеристик. Следующая технология – это технология организации деятельности, альтернативной деструктивному поведению детей и молодежи. Здесь мы с вами должны максимально работать над тем, чтобы вовлекать ребенка в различные активные формы, физическую культуру, спорт, искусство, науку, развитие и воспитание каких-то интересов позитивных. Следующая технология – это технология воспитания здорового образа жизни. Как раз вот в этом отношении у нас в стране очень много сейчас различных программ, и активно, конечно, работа ведется в каждом образовательном учреждении. И последняя технология – это технология активации личностных ресурсов. То есть здесь больше, наверное, такой психологический пласт, формирование жизнестойкости, стрессоустойчивости, что необходимо многим из нас сейчас, да, тренинги конструктивного разрешения конфликтов. Следующий наш слайд, обратите внимание, это возможное затруднение при разработке профилактических проектов. Это две большие группы. Да? Первая категория затруднений обусловлена именно спецификой социализации современных детей или отсутствия, да, данного факта. То есть здесь мы с вами должны иметь в виду такие факты, как масштабное воздействие медийно-информационной среды, всплеск агрессивности в реальном или виртуальном мире. Дальше превалирование материальных ценностей в смысловом поле не только детей, но и взрослых, а также рост социальной инфантильности подрастающего поколения. Вот это вот первая категория. Вторая категория уже связана с действием нас, взрослых. Да? Она обусловлена недостаточной компетентностью организаторов профилактики, неудовлетворительная подготовка педагогических кадров, рассогласование в понимании возможностей и границ влияния общеобразовательных организаций на деструктивное поведение. Излишняя фиксация на темах деструктивного поведения, непреднамеренная героизация или романтизация случаев деструктивного поведения. Следующий слайд. Итак, какие же есть условия эффективности профилактики деструктивного поведения детей и молодежи в образовательных организациях? Условия эффективности. Их у нас будет много. Вот, да, вот сейчас мы давайте посмотрим первый слайд. Итак, стимулирование и поддержка усвоения детьми общественно одобряемого опыта, обеспечение позитивной самореализации и социокультурной активности, привлечение к добровольческой и волонтерской деятельности. Следующее. Повышение уровня нормативно-правового сознания у детей и молодежи, формирование нравственно-правовой культуры, базирующаяся, конечно же, на нравственных принципах и позициях. Далее. Развитие у детей и молодежи социальной компетентности, критического мышления, включение их в разрешение различных социальных противоречий или конфликтных проблемных ситуаций. Следующее условие – это привлечение превентивных ресурсов из сферы искусства, истории, литературы, различных религий, традиций, физической культуры и спорта. Следующее условие – обеспечение содержательного детского молодежного досуга, стимулирование стремления детей и молодежи к получению дополнительного образования и поощрение разработок и реализации детьми и молодежью собственных социально значимых проектов. Вот над этим сейчас тоже активно работают образовательные организации Республики Коми. Следующее условие – это психолого-педагогическое сопровождение социализации детей и молодежи, которые оказались в критических, сложных ситуациях, обстоятельствах. Так, следующий наш слайдик. Так, секундочку. Что-то мышка у нас. Так, какие еще мы должны условия, да, иметь в виду и на что сделать ставочки, да?
Учет следующих особенностей социализации современных детей, таких как рост социальной инфантильности детей на фоне культивирования каких-то эгоистических ценностей. Далее, учащение случаев социально-психологической дезадаптации детей, связанной с неудовлетворенностью материальным статусом, распространение агрессивных форм взаимоотношений в детско-молодежной среде, и, конечно же, ориентир на медийное информационное пространство у современных детей и современной молодежи. Следующее условие – слаженное взаимодействие образовательной организации с семьей. Да, вот еще следующие наши 3 слайдика будут тоже посвящены этому вот как раз моменту. Насколько это необходимо, насколько это важно взаимодействовать с семьей ребенка, с официальными представителями ребенка, ценностно-ориентационная преемственность поколений, социально-педагогическое сопровождение при затруднениях семейного воспитания. Далее, обеспечение объединения и согласованности профилактических усилий ведомств и специалистов. То есть здесь мы должны привлечь все ведомства, гражданские институты, общественные объединения, волонтерские движения и деятелей из медийной сферы. Следующее условие – это обеспечение готовности образовательной организации к полноценной и эффективной организации профилактики деструктивного поведения детей, создание комфортной образовательной среды, нравственная правовая культура взаимоотношений в целом. И последнее условие – это раннее начало превенции деструктивного поведения, означающее необходимость реализацию первичной профилактики, начиная с дошкольного возраста. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, да, детские сады, которые у нас сейчас присутствуют на нашем, да, онлайн-семинаре, что начиная с дошкольного звена, да, сейчас у нас идет в рекомендациях очень четко. Ну и вот то, о чем мы говорили с вами чуть ранее, да, это повышение педагогической и психологической компетентности родителей, да, то есть в данном документе, в методических рекомендациях выделено отдельными страничками, отдельной главой, это тесный контакт с семьей детей. Основная цель – формирование ответственного и позитивного родительства, да, что прописано у нас в концепции государственной семейной политики до 2025 года. При разработке мероприятий психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся важно учитывать специфику целевой аудитории, на какую категорию родителей направлена будет ваша программа. Итак, категории участников, которые могут пройти программу просвещения, да, назовем ее так. Это родители и законные представители детей раннего возраста, опекуны, попечители, приемные родители, многодетные семьи, родители, законные представители, где роли отца и матери лежат на одном родителе или испытывающие трудности в социализации и коммуникации, родители, законные представители детей, испытывающих трудности в обучении и развитии, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, родители, законные представители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, родители и законные представители детей с отклоняющимся девиантным поведением, в том числе и те, чьи дети находятся на учете в КДН. Родители, законные представители детей, являющиеся жертвами агрессии со стороны сверстников или жертвами насильственных действий. И наш последний слайд. Обратите, пожалуйста, внимание, какие же формы предлагает нам данный документ, да, методические рекомендации. Итак, мероприятия психолого-педагогического просвещения родителей могут иметь различную продолжительность, организацию, форму и разные методы работы с адресатами. В процессе реализации данных программ необходимо использовать такие формы, чаще всего, да, используются круглые столы, семейные конференции, тренинги, семинары, практикумы, вот особенно популярно, да, индивидуальные и групповые консультации, а также консультации в дистанционном режиме. То есть здесь у нас работает и онлайн, и офлайн, да, видеоконференция и видеолекция. Угу.
коллеги, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете сейчас написать нам. Да, может быть, какие-то моменты остались непонятыми. Ага. Уважаемые коллеги, подходит к концу наша первая проектная такая общая сессия, затем мы с вами будем уже встречаться отдельно. Я очень надеюсь, что мы сегодня были полезны вам, но хочу еще вам напомнить, что в этом месяце, в январе, 24 числа для общеобразовательных организаций и для учреждений среднего профессионального образования у нас пройдет вебинар, посвященный именно проведению мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 года. 28 числа для общеобразовательных организаций пройдет вебинар по реализации модуля «Безопасность и профилактика» в рамках программы воспитания. А 31 января для дошкольных образовательных организаций пройдет хороший вебинар по музейной педагогике. Ну и напоминаю вам еще раз, что все презентации вам сейчас будут доступны. Посмотрите внимательно на данный слайд, который вам представлен. Мы ждем от вас предложения, да, мы ждем от вас ваши программы воспитания и будем дальше с вами работать. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание, что нашли время и поучаствовали в нашей проектной сессии. Я благодарю спикеров, которые сегодня работали вместе со мной за ту работу, которую они организовали. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить. Вопросов нет. Всем доброго дня, мудрости и, главное в наше время, здоровья. Спасибо.